Раим Матраимовым за одним столом я не сидел, во-первых. Во-вторых, я вышел, говорил и ушел. В-третьих, я скажу, если бы даже сидел, я бы ничего не думаю, что это плохо. Я хотел бы услышать, вот что нам делать с оттоком человеческого капитала. Видя то, как у нас министр здравоохранения рекомендует пить аконит, а некоторые члены кабинета министров ходят на тех, которых кустуризируют, и с ними же сидят за одним столом, многие молодые граждане хотят уехать из страны. Они разочаровываются, видя это все. Как быть, когда вот такой пример? Просто хотелось бы, чтобы вы сами пример такой подавали. Хороший пример для молодежи. Кто будет заниматься коррупцией, несмотря на то, что там со мной пойдет в той, не той, Куран-Окуту, всех мы накажем. В том числе вас тоже. Если вы нарушите закон, вас тоже будем наказывать, несмотря на то, что вы рядом со мной возле сидите. Поэтому я вас еще раз говорю, у кыргызов, кто ходит той или Куран-Окуту, это принято. Это принято. Это не значит, что если я пойду в той с кем-то, не значит, что я с ними как бы сдружился. Нет, этого не будет. Имейте в виду. Имейте в виду. Критиковать тоже надо уметь. Уважаемый Дастан Далайбекович, ни разу от вас я полезной критики не слышал. Все время критикуете то, что ненужное. Так вы лучше скажите, как исправить страну. Мы как камикадзе сейчас работаем, всю свою знание, возможности государственной власти направляем на то, чтобы исправить ситуацию, которую привели в страну. В том числе вы тоже сидели здесь последние 10 лет. Поэтому, пожалуйста, когда критикуете, дайте нам дельные предложения. Скажите, что нам делать. Мы готовы исполнить. И будем исполнять. Тойго барганда мен ошону айтып атам, башкалар көрүп эмне ойлошот, ошону айтып атам да. Ошону барбагла, может где-то не надо ходить. Я вот это вам говорю, да. Я впервые за год один раз пошел в той. Один раз. Так раздувает же это же, видите. Вот. А вот другие что думают? Не каждый день хожу. Если где-нибудь кто-нибудь меня увидел, каком-нибудь тое, пусть скажет. Куран окутуга барам, а тойго мен бир жолу гана бардым. И то я еще раз вам говорю, о ком вы говорите. Раим Матраимовым за одним столом я не сидел, во-первых. Во-вторых, я вышел, говорил и ушел. В-третьих, я скажу, если бы даже сидел, я бы ничего не думаю, что это плохо. Потому что он, в отличие от других, заплатил 2 миллиарда сомов. Он заплатил. Если у него мы возьмем еще какие-нибудь нарушения, он дальше будет платить. Никто его крышевать не будет. Вот за то, что мы, вот Ахлыбек Усенбеков сейчас очень правильное направление говорит, за то, что мы сейчас останавливаем все схемы в таможенной системе, сейчас дополнительно мы берем более 100 миллиардов сомов в бюджет. Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом, роскошный дом и прислуг, но не таким путем, грабя государство и людей, проживающих в нем.